Жаль, но мы снова стали свидетелями того, как в одном из уголков Земли нарастает угроза конфликта. На этот раз между Индией и Пакистаном. Эти страны уже не раз сталкивались в споре за регион Кашмир. И вот мы снова слышим названия, которые раньше казались далекими. Военные инциденты происходят в области Джамму и Кашмир. И как бы странно это ни звучало, это название для нас неожиданно близко. Ведь речь идет о том самом Кашемире, по-татарски Кешемир. Бабушки любили кашемир яулыклар, кашемировые шали. И не только бабушки. Это слово часто встречается и в татарской литературе как символ уюта, достатка, любви. Его дарили как особый подарок. Например, у Рабита Батуллы читаем. Бір кашемир яулык, бір тақта шәй белән 3 зур шакмак шикәр булганда, алтының бір кырда торсын. То есть, если у тебя есть кашемировая шаль, пачка прессованного чая и 3 куска сахара, это дороже золота. Гумар Баширов описывает девушку, пришедшую в гости. Какая же она нарядная. На голове кашемировая шаль, на плечах синий жакет с пышными рукавами, на ногах аккуратные белые валенки с короткими голенищами. Разве не красавица? Кашемир – один из самых дорогих и ценных натуральных материалов в мире. Он нежный, буквально скользит по коже, хорошо удерживает тепло, не перегревает и почти не намокает, не вызывает аллергию. Недаром его называют мягким золотом. Этот пух получают в Гималаях, в регионе Кашмир от особой породы кашмирских коз. Они живут на высоте 4-5 тысяч метров в суровых условиях, где зимой до минус 50, летом днем плюс 30, ночью плюс 10. Пух собирают вручную, только весной во время линьки, однако задает всего 85-150 граммов пуха в год. Для одного шарфа может понадобиться от 3 до 5 коз. Пух невероятно легкий, прочный, гипоаллергенный и обладает уникальной извитостью. Сегодня регион Кашмир остается предметом территориального спора между 3 странами – Индией, Пакистаном и Китаем. Каждая контролирует свою часть. И что тревожнее всего, и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием. Недавнее заявление только усиливает тревогу. Пакистан пригрозил, что в случае войны на планете никого не останется. Слово «Пакистан», кстати, тоже не чуждо татарскому уху. «Пак» означает «чистый», «стан» – «страна». А вот кашмирским козам, наверное, все равно, чей этот регион. Они бы точно не начали войну. Будем надеяться, что и люди найдут в себе мудрость сохранить мир. Пусть Кашмир останется землей красоты, а не бедствий.